46 46 40. Сегодня в передаче вы узнаете, как построить дешевое жилье, чем отличается монгольская юрта от тюркской, как по центру расколоть заготовку древесины, что используют вместо гвоздей в строительстве этнической юрты. И, наконец, покажем, как собирается юрта. Для того, чтобы познакомиться с нашим первым героем, мы со съемочной группой приехали в Микенский район. Его центр – село Киргиз-Маяки. Сейчас местные жители живут в обычных домах, но когда-то наши предки возводили мобильные и легкие юрты. Сегодня мы познакомимся с мастером, который не только освоил, но и возродил старинное ремесло – строительство юрты. Вот, кстати, его дом, где он живет. Вперед! Хорошее хозяйство, большой двор. Сразу видно, что здесь живет мастер. Ну и, конечно же, об этом говорит каркас юрты, который находится прямо здесь, посередине двора. Вся эта конструкция покрывается войлоком, двойным, утепленным или декоративным. Обратите внимание, что благодаря этой конструкции, благодаря этой юрте, ни одно поколение башкирского народа, но и не только башкирского, всех кочевых народов, населяющих нашу большую страну, спасались от жары и холода. Эта культура, это искусство возрождается благодаря таким людям, как наш мастер. Меня зовут Искандер. Галинур. Галинур по отчеству Ахьярыч. Галинур Зарипов родился в 1961 году. Окончил художественно-графический факультет Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы. В 2008 году увлекся строительством юрт. Восстановил жилище кочевников в соответствии с древними традициями. Освоил производство юрт 3 моделей – этнической, легкой и стандартной. Его изделия пользуются спросом в России и в Казахстане. Нам бы хотелось узнать, с чего это начиналось, как это делается, какие материалы используются и как юрта выглядит в целом. Покажете? Конечно, нет проблем. Ну что ж, тогда в мастерскую. Давайте начнем с того, какое дерево используется для строительства юрты. Для строительства юрты всегда использовались только лиственные породы. Это связано с тем, что хвойные породы не гнутся, кроме лиственницы, а лиственницы у нас не так много. Поэтому использовали прежде всего тал и иву. Клен, ильм, береза и дуб уже в досках. Ну а для дверей юрты издревле применялась липа. Инструментов с юртами связаны непосредственно, это, конечно, вот самый главный инструмент, так называемый от. Это прадедушка вот этого верстака. Это основной инструмент для строительства юрты – тортка, струк по-русски. Он абсолютно универсален, он применяется для ошкуривания, для заглаживания неровностей, иногда даже для раскалывания и так и далее. Следующий по этапу – это йорга, так называемый. Это инструмент, применяемый для раскалывания круглой древесины на заготовки конат. Это стены юрты, рейки стен. Следующий инструмент – это уархло-болта, поперечный топорик. Он применяется в основном при изготовлении двери, для вырубания сучков и полукруглого паза для кромки двери. Инструмент самый маленький и самый, наверное, такой функциональный. Это рубаток. Следующий инструмент – это шило, применяется при шитье канат, стен юрты. Позже мы узнаем, как ровно расколоть заготовки для канатов. Далее в передаче «Как строится дешевое жилье». Отличие монгольской юрты от тюркской. Как расколоть по центру заготовку древесины. Что используют вместо гвоздей в строительстве этнической юрты и другие секреты мастера. Это у нас ильм. Они сушатся в коре. Потому что если сразу в сырой древесины снять кору, то появляются трещины. Вот первый этап – это ошкуривание, то есть снятие коры. Вставляется вот сюда. И наступила очередь основного инструмента струк. Это ошкуривание. Это мы сейчас изготавливаем заготовку для стен юрты. Так называемый шит, из которых потом сшивается хонат. Секции стен. А мне попробовать можно? Конечно.
А вот это вот пускаете под левую руку. Под левую руку. Выглядит это следующим образом. Осторожно. Острый инструмент. И работа на себя. Вообще все же... Так, вот здесь, здесь зажимается. Этого я не заметил. Ну, скажем, работа эта не сложная. Ну, это не сложная работа, да. Простая. То есть снять, насколько чисто нужно снимать кору. Не нужно очень чисто. То есть основная задача снять кору. Снять кору, да. С тем, чтобы можно было контролировать раскалывание. Под корой не виден раскол. При создании, при сборе юрты не используется практически пила. Все раскалывается. Да. Только колотая древесина. Насколько тяжело соблюдать эту технологию? Ну, это зависит от качества леса. Если лес высокоствольный и стройный, с наименьшим количеством сучков, то никаких проблем не возникает. А если сучки и косослой, когда древесина растет как бы по спирали, тогда возникают проблемы. Пришло время узнать, как с помощью древнего инструмента ровно расколоть древесину. Значит, следующий этап – раскалывание. Делаем откол. И осторожно наблюдаем, куда идет трещина. Видите, трещина ушла от центра. Да, ближе вниз, да. Чтобы этого не случилось, переворачиваем заготовку, вставляем йоргу туда же и напрягаем нижнюю сторону. Смотрите, я рукой надавливаю на нижнюю сторону. И видите, трещина возвращается к центру. Возвращается к центру. Да. Да, и идет, да. И идет точно по центру. Пока идет по центру, и вновь, видите, тенденция уходит вниз. Вновь делаем ту же операцию. Смотрите, я левой рукой надавливаю вот туда вниз, и трещина вновь возвращается к центру. А ближе к концу уже эта проблема исчезает. Потому что мы ровно по центру раскололи. А можно мне тоже попробовать? Конечно. Давайте подержу. Приятно греет мысль о том, что именно таким способом наши далекие предки и делали себе жилище. Никакого цемента, никакого кирпича или камня, только дерево. Имеет значение скос, наклон? Нет. Но постараться прямо. Да, желательно. Он пойдет поворотным, главное по центру поставить. Первый шаг сделан. Ага. Угу. У вас вообще идет идеально по центру. Пока везет. Да. Удивительно, но я думаю, что пора переворачивать. Нет, давайте, пусть уйдет немножко. Пусть уйдет немножко. Все. Переворачиваем. Угу. Да, удивительно, но возвращается. Все, теперь можно уже. Все. Фу, получилось. Перенервничал, но получилось. Что же используется вместо гвоздей в строительстве этнической юрты? Прижимаем. Угу. Здесь уже... Вот это вот делать нельзя. Потому что нужно сильно надавить и... Ага, то есть травму. Вот, опять-таки, мелочь, но мелочь, которая как раз-таки может сказать о многом. Здесь уже нужно применять физическую силу. Так, ну и теперь работа ювелирная. Здесь уже такая сила колоссальная не нужна. Практически человеческий вид я сумел придать одной из заготовок. И прямо сейчас, почему мастер освоил строительство юрты? Как у вас возникла идея заниматься юртами? В просторах интернета я наткнулся на англоязычный сайт в Англии, в Корнуолле. Устраивают каникулы для детей, юртовый лагерь построили. И мне почему-то стало очень обидно. Англичане делают настоящие юрты, между прочим, сшитые также сыромятиной по всем правилам. И очень красивые юрты. А у нас
На Сабантуй сплошной суррогат какой-то. Ну, нужно сказать, что англичане, они ведь тоже имеют понятие о юртах, потому что им тоже в свое время приходилось часто кочевать. Или они это переняли у нас? Они переняли его. Переняли тюркскую юрту, самую настоящую, по всем правилам построенную. И не только занимаются строительством, но их реализуют и тем самым культивируют. Чем же отличается монгольская юрта от тюркской? У монгольской юрты вот эти стропила, ну, так называемые, они прямые, не гнутые. Точно так же, как заготовки для стен. Они прямые. И еще одно отличие монгольской юрты от тюркской. У него внутри есть две колонны, поддерживающие купол, что придает достаточно много неудобств. А тюркская юрта отличается тем, что нет никаких подпирающих колонн. В изготовлении монгольской юрты намного дешевле. Сразу исключается подбор древесины. Можно из сосны, из ели, из чего угодно, потому что нет гнитья. Сразу выпадает процесс гнитья. И поэтому существенно дешевле получается каркас. Но и имеет свои минусы. Она меньше ветроустойчивость обладает. Этно – это юрта, которая соответствует образцу, стандартам, которые были установлены тысячу лет тому назад. 1000 лет назад. Да. Пришло время узнать, какими гвоздями скрепляются канаты этнической юрты. Самым лучшим считаются гвозди в виде ремней из сыромятной кожи. Для юрты шириной 4 метра нужно изготовить 4 секции скрепленных сыромятным ремнем канат. Если вы думаете, что этот крепежный элемент слабый или не справится со своей задачей, скажу вам, он попрочнее гвоздя. И это правда. Согласитесь, потому что намокая сыромятная кожа, она затвердевает и становится очень прочной. И действительно она держит. Еще сжимается. Да, тем самым стягивает соединяемые элементы. А сейчас мы раздвинем эту секцию и покажем, как она выглядит в деле. Давайте. Вот такая маленькая компактная секция растягивается, друзья, внимание, на 3 с лишним метра. Хотелось бы посмотреть все это в деле, как это выглядит украшено, собрано. Ну, я думаю, эту проблему можно будет решить. В местном ДК находится одна из юрт творений нашего мастера. Как вы видите, здесь великое множество взрослых мужчин трудятся над ее установкой. Заходим внутрь. У нас остались щели. Почему? А здесь должен быть так называемый башкур, широкая лента. Юбка. Она не только юбка, она декоративная, тканая. Много веков назад для наших предков юрта, это жилище, служило острой необходимостью, средством для выживания. Сегодня же для современного человека это частичка прошлого, это традиции. Ну и, конечно же, шикарное, великолепное, роскошное украшение любого праздника. Не забывайте о своих традициях. Сегодня в передаче мы узнали, как построить дешевое жилье, чем отличается монгольская юрта от тюркской, что используют вместо гвоздей в строительстве этнической юрты и другие секреты мастера Галинура Зарипова.